Un tāpēc šodienas vārds arī būs: es ticu, palīdzi manai neticībai. Поэтому я буду сегодня делиться о том, что я верю, но помоги моему неверию. Šie vārdi nāk no Marka evaņģēlija 9. nodaļas. И сии слова, они написаны в Евангелии от Марка, 9 глава. Tur ir, mēs varbūt nelasīsim visu šo stāstu, bet tur ir kāds tēvs, kas pie mācītāja atvedu savu dēlu. Jā, te ir rakstīts mācītāji, tātad pie Jēzus. Ну да, к пастору, ну ко мне. Jā, pie Jēzus То есть там mācītāji. был некто мужчина, который привел своего сына к Иисусу, учителю Иисусу. Tātad tie, kas nezina, tajā laikā mācītāji viņu Jēzu uzskatīja par mācītāju. То есть те, кто не знает, в то время Иисуса называли учителем. Jo viņam bija savs sekotāji, kas Потому что mācījās. у него были свои последователи, которые учились от него. Un tātad tēvs atved šo dēlu pie Jēzus. И отец привел этого сына к Иисусу. Un pirms tam viņš bija lūdzis mācekļiem izdzīt šo mēmo garu, kas bija dēlā. И прежде он просил учеников изгнать этого духа глухого, немого из этого сына. Un viņiem tas neizdevās. И у них это не получилось. Un attiecīgi tagad viņš vērsās pie Jēzus. И соответствующе он сейчас обращается к Иисусу. Un attiecīgi viņam jau bija tāda kā šaubas, ja tu vari, kungs, ja? И у него как бы уже было такое сомнение, можешь ли ты, Господь, Ja tu to spēj. если ты можешь. Un tātad 23. pantā rakstīts, bet Jēzus to sacīja, tu saki, ja tu spēj, kaut tu varētu ticēt, tas visu spēj, kas tic. А ты говоришь, если можешь, верующему все возможно, ответил ему Иисус. Un es paskatījos arī šo rakstvietu angļu tulkojumā. И я также посмотрел это местописание в английском переводе. Un šī raksturvieta ir minēta par to, ka visas lietas ir iespējams tam, kas tic un uzticas man, jeb respektīvi Jēzum. То есть, и там написано, что все вещи возможны, все возможно для тех, кто верят, доверяют мне, то есть Иисусу. Un es, kad lasīju šo raksturvietu, es kaut kā apstājos pie šiem vārdiem, tas, kas tic, tas spēj, kas visu spēj, kas tic. И я остановился на этих словах, вот тот, кто верит, тому все возможно. Un es arī skatījos par ticību, tās tā kā skaidrojumu. А также смотрела пояснение о вере. Un tāpat kā, tā teikt, tēzaurā vai googlē ierakstot nozīmi vārda ticība. И даже если в Гугле просто записать слово «вера», Ticība tātad ir pārliecība par kā esamību vai patiesību, jeb īpašībām, vai ir vai nav pierādījums. ого, это уверенность в том, в тех вещах или ну, короче, давайте, да, в вещах, которые есть или нету, доказуемы или недоказуемы. Это уверенность в том, что как бы оно есть, понимаете? Un tāpat arī mūsu Dievu vārdā tāds izskaidrojums, kas ir ticība, ir skatāms Ebreju 11.1. И также похоже в Слове Божьем Евреям 11.1 написано. Kur ir sacīts, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Ибо вера есть уверенность невидима, да, как же там было, дорогие, кто? Сейчас давайте я открою все-таки. 11.1, чтобы было дословно. Вера – это твердая... Давайте современный перевод. Так. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Tātad mūsu pārliecība par dievišķu spēku garantētām šīm lietām. То есть наша уверенность в божественности, Его в сверхмогуществе, уверенность вот в этом. Un mūsu pārliecība par neredzamo. И наша уверенность в невидимом. Kad mēs neredzam to fiziski. Даже когда мы этого не видим физически. Un Kents Hēgens savā grāmatā Mīlestība ceļš uz uzvaru. Кеннет Хейген в своей книге «Любовь – это дорога к победе». Viņš raksta, ja tu uz neko necer, tad tava ticība nevar darboties. Если ты ни на что не надеешься, тогда вера твоя не способна действовать.
Jā, jo tai nav mērķa vai konkrēta objekta. Потому что у нее нет цели или определенного объекта, к чему стремишься. Par ko ticēt uz Dievu. То есть о чем верить в Бога. Jā, un tieši tāpēc ticība nevar darboties bez cerības, un ticība nevar darboties bez mīlestības. И поэтому вера не может действовать без надежды и без веры. Tā bija 1. Korintiešu 13:13. Jā. И это 1 Коринфянам 13:13. Un šie Jēzus vārdi, visas lietas ir iespējams tam, kam tic. И эти слова Иисуса, что все возможно тем, кто верует. Jā, tas nenozīmē, ka mēs varam automātiski vēlēties visas lietas un cerēt, ka tās tikai vajag domāt pozitīvi, ka tās piepildīsies. Понятно же, что это не говорит о том, что мы можем о чем всем только помышляем или мечтаем, что это все так сбудется и исполнится. Jo tas nav teikts Dieva vārdā. Потому что это не сказано в Слове Божьем. Jā, Dievs ir sacījis, ka jūsu vēlmes var piepildīt to, ko jūs lūdzat ticībā. То есть сказано, что желания могут быть исполнены, если просим с верою. Bet ir teikts arī, ka mēs lūdzam ar nepareizām sirdīm. Но также сказано, что порой мы молимся с нехорошим сердцем, неправильным мотивом сердца. Ticība ir attieksme. Вера – это на самом деле отношение. Un tava ticība ir redzama. И тогда вера, она видима. Vai neredzama? Или, vēlreiz skaties? Redzama vai neredzama? Tava ticība ir redzama. То есть и твоя вера, она то ли видима, то ли невидима. Vai tu tici kaut kam mazam vai netici nekam, sarunājoties ar cilvēku, var pateikt, kam viņš tic, uz ko viņš stāv. То есть, общаясь с человеком, сразу можно понять, во что он верит или не верит. Даже в самые маленькие вещи, на чем он стоит вообще. Jā, un Mateja 9:2 mēs nelasīsim, bet Матфея 9:2 pieskaršos arī to, ka tur, kur bija rakstu vieta, kur atnesa trieks ķerto, kas gulēja uz šajā gultā. И там, где принесли расслабленного, который был на постели, помните? Tur arī ir teikts, ka Jēzus viņa ticību redzēja. И там четко сказано, что видя веру их, Иисус, видя веру их. Mateja 17:20. Матфея 17:20. Ir rakstīta šī pati situācija, kas ir šis pamats par tēvu, kurš atnesa savu dēlu. И там же написано это основание того, что вот где этот отец привел сына своего к Иисусу. Un tur ir atkal jautājums, tur bija mācekļi jautāja, kāpēc mēs viņu nevarējām izdzīt. И там был вопрос, ученики задали этот вопрос Иисусу, почему мы не могли изгнать его. Jā, un tur Jēzus atkal minēja šo faktu jūsu masticības dēļ. И там Иисус четко определил из-за неверия, из-за вашего неверия. Jo patiesi es jums saku, ja jums ticība kā sinepju grauzdiņš. Ибо истина, да, Гауdiņš. Uzgrauzdēt, да. Uzgrauzdēts. Чтобы легче съесть. Да, да, то есть, что, ибо если вера ваша будет как горчичное зерно, то все возможно. Tātad šeit arī runā par to, ka ticība var būt maza, ticība var būt liela. И четко показывается, что вера может быть маленькой, вера может быть большой. Un Dievs, Jēzus saka, šīs mazais sinepju graudiņš. И Иисус говорит, что это маленькое горчичное зерно. Tātad ticību var audzēt. Значит, веру можно взрастить. Tagad var atvērt Romiešiem 1. nodaļa, 17. pāns. Римлянам 1 глава, откроем 17 стих. Un tur ir rakstīts, jo tajā atklājās Dieva taisnība, no ticības uz ticību, kā rakstīts, no ticības taisnais dzīvos. В нем открывается правда Божья от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет. Tātad atkal es vienkārši bieži, kad es lasu Bībeli, es mēdzu paskatīties rakstu, jo iet citā tulkojumā. Когда я читаю Библию, я обычно, и люблю смотреть разные переводы.
Другие Un переводы. tur ir minēts par to, ka Jēzus Kristus evaņģēlijs atklāja nepārtraukto atklāsmi par Dievu. Круто. И там сказано, что Евангелие открывает непрестанное откровение об Иисусе. Pievienošu vēl vienu vārdu - atklāsmi par Dieva taisnīgumu. Добавлю еще одно слово. Откровение о Божьей праведности. Un tas ir perfektu taisnīgumu mums, kas ticam. Tātad mēs esam taisnoti šajā evaņģēlijā. То есть это идеальная праведность тем, кто верит. То есть мы оправданы, если верим. Un tas mūs virza no jaunas dzīves saņemšanu caur ticību uz spēku dzīvot ticībā. И то есть это нас ведет к принятию силы для новой жизни. Tad sākotnēji ir bijusi šī ticība, lai mēs nāktu pie Jēzus, lai pieņemtu viņu. Значит, изначально была вера, чтобы мы пришли к Иисусу, уверовали, приняли Его. Un pēc tam tā aug, un mēs dzīvojam ticībā dienu no dienas. И потом эта вера взращивается, и мы живем в вере из дня в день. Ka tātad mūsu izpratne aug un atklājas pakāpeniski. То есть наше понимание об этом, оно растет и открывается постепенно. Un jo mēs vairāk iepazīstam Dievu, jo mēs vairāk saprotam viņa žēlastību, viņa taisnīgumu, viņa gribu. Чем больше мы познаем Бога, тем больше мы познаем Его праведность, Его волю. Jā, jo vairāk mēs iepazīstam Dievu vārdu, šo evaņģēliju, jo vairāk mēs atklājam un iepazīstam Dievu. То есть чем больше мы познаем Евангелие, тем больше мы познаем Бога. Un jo vairāk, Его волю, да. un tad vairāk mums aug šī ticība. И тем более, обратно же, rастет наша вера. Mēs iepazīstam, ko Jēzus upuris dāvāja mums. Мы познаем, что жертва Иисуса подарила нам. Un primāri tās ir attiecības ar Dievu. И, во-первых, это отношения с Ним. Vairs nav nekādu ierobežojumu vai kāds aizmirst to vārdu, kas būtu priekšā vai barjera. Да, и больше нет никаких ограничений или барьер, которые бы мешали нам прийти к Нему близко. Šī rakstu vieta runā par to, ka mēs esam taisnoti. И это местописание говорит о том, что мы оправданы. Ja tu esi nācis pie Jēzus, Если ты пришел к Иисусу, esi apliecinājis viņu par kungu, un tad tu esi taisnots. если ты пришел к Господу, уверовал и исповедовал Его, что Он твой Господь, No savas ticības. из своей веры, то ты оправдан. Taisnais dzīvos no ticības. То есть праведный от веры своей будет жив. Un tāpēc ir svarīgi saprast, ka šajā ticības dzīvē ir ļoti svarīgi saprast, ka tu neesi taisnots no darbiem vai labiem vārdiem. Поэтому очень важно понять в своей жизни, что ты оправдан не от своих дел и действий. Tātad vienīgais darbs un rīcība, kas mums ir jāpieliek, Значит, единственное действие, или усилие, которое мы должны приложить, ir pareizi saprast Dievu vārdu, это правильно понять Слово Божье. būt ar viņu šajā tuvumā Быть с Ним в этой близости un pieaugt ticībā, и возрастать в вере. pieaugt Jēzu Kristu. Возрастать в Иисусе Христе. Tāds ir mūsu mērķis. Это наша цель. Un es gribu, lai tu pasaki, mans dzīves mērķis ir pieaugt Jēzu Kristu. И я хочу, чтобы ты исповедовал, что цель моей жизни возрастать во Христе Иисусе. Jā, un ja tu ieraugi šādi dzīvojot, pieaugot, tu ieraugi kaut kur taisnību, И если вот так вот возрастая, ты видишь праведность, patiesību, laikam, tā būs, истину, видишь истину, tad tu pacelies līdz tai patiesībai. тогда ты поднимаешься до вот этого уровня истины. Ja tu biji masticīgais, ja tu šaubījies, То есть, если ты был маловерный, сомневался, tu ieraugi, ko Dieva vārds saka, ты видишь, что Слово Божье говорит. un tu pacelies līdz šai taisnībai. То есть, и ты поднимаешься к этому уровню истины. Un es skatījos arī Kerija Bleika kādas mācības, un viņš vienā no tām sacīja. И я также смотрела одно из учений Керри Блейк.
Tātad, ja tas, ko tu dzirdi, nav radījis vēlmi tev pieaugt Jēzus Kristus līdzībā, то есть если то, что ты слышишь, не возбудило в тебе желание прийти в образ Христов, tad tev ir jāmaina tas, ko tu dzirdi. тогда ты должен менять то, что ты слышишь. Lai to izdarītu, mums ir jāmainās. А чтобы это сделать, мы должны меняться. Un tev ir jāzina, kur tu dodies. И ты должен знать, куда ты идешь. Ja jūs nezināt, kur jūs dodaties, jūs nekad nenonāksiet šajā vietā, kur jums vajadzētu būt. Если вы не знаете, куда вы идете, то вы никогда не придете в то место, где вы должны быть. Tad šeit viņš runā, cik svarīgi mums ir pieaugt, cik svarīgi mums ir tas, ko mēs dzirdam, ko mēs klausamies, Поэтому так важно для нас, что мы слышим и что мы слушаем. ka mums ir jāmainās Что мы должны меняться un ka mums ir svarīgi saprast, kur mēs dodamies. и что нам важно понять, куда мы идем. Parunāsim par mūsu domāšanu, Поговорим немного о нашем мышлении. jo tā arī ir īstenībā pamats tam, kam mēs ticam. Да, потому что это есть основание то, во что мы верим. То есть мышление это как основание то, во что мы верим. Ja jūs sākat ar nepareizu uztveri, tad katra doma var būt nepareiza. Если мы начинаем, вы начинаем с неправильного восприятия, то потом каждая мысль может быть неправильной. Viena nepareiza uztvere var aizvest tev tālāk nepareizos pieņēmumos, izpratnē. То есть вот pieņēmums, вылетело. Да. Nē, kā tu vēlreiz pasaki? Pieņēmumos un Viena nepareiza. Kā tu teici? uztvere. Одно неправильное восприятие, вот это важно, восприятие может повести вас к череде вещей, которые отведут вас еще дальше в неправильные вещи. Jā, un tā tālāk formē mūsu ticību. И это потом дальше формирует нашу веру. Un šeit arī ir kāds ļoti labs teksts, kas man palīdzēja domāt, kam es ticu. И есть такой один хороший текст, можно так сказать, который помог мне правильно думать, чтобы верить. Jo, kad es piedalījos tādā kursā, ko vadīja Vladimirs Kolesnikovs, Потому что когда я участвовала в учении, которое проводил Владимир Колесников, debesu valstības domāšanu, то есть мышление Царства Небесного, tas skan tā. Dievam ir svarīgāk, kā mēs domājam, Бог- nevis kā mēs ticam. да, Богу важнее то, как мы мыслим, чем то, во что мы верим. Viņš zina, ka ticība ir sekas tam, ko mēs domājam. А потому что Он знает, что вера – это как следствие того, что мы думаем, как мы думаем. Domājam par sevi, Думаем о себе, domājam par Dievu думаем о Боге un par notikumiem, kas notiek ap mums ikdienā. и об обстоятельствах или происшествиях, которые ежедневно происходят вокруг нас. Tad viss sākās no tā, ko mēs domājam, kādas domas mēs ļaujam sev procesēt vai kas notiek Да. То mūsos есть, vadīt. значит, все начинается с того, как мы думаем о себе или каким мыслям мы позволяем пройти через себя о самих же нас. Un arī es, kur neredzēju kaut kādu virzību, kad es redzēju šo dzirdēju, redzēju šo tekstu. И когда я в своей жизни не видела каких-то действий или движения, и услышав этот текст, Es sāku domāt, kam es ticu visos pamatos, skatoties no pagātnes lietām. и я сразу начал анализировать то, как я думаю о тех вещах прямо из прошлого, Kas mani turēja te kaut gūstā vai melos. которые держали меня как бы в рабстве, как бы во лжи, как связанную. Un tāpēc šis jautājums, cik mūsu domās ir daudz negatīvisma, neticības, šaubas. Poэтому так важно осознать, как много в нашем разуме есть негативного или сомнений. Un pat reizēm mūsu ikdienas svētības var būt mums pat par lāstu. И даже ежедневные благословения порой могут быть для нас как проклятие. Jo mums ir pārāk daudz lietu, uz ko mēs paļaujamies Потому что у нас слишком много вещей, на что мы полагаемся šajā pasaulē. в этом мире. Jo mums nav vajadzīgs Dievs, Потому что нам не нужен Бог, mums nav vajadzīgs Jehova Džaira,
Dievs, kas nodrošina, Нам не нужен Иегова Ира, Бог, который обеспечивает, jo mums ir bankas, kredīti, потому что у нас есть банки, aizņēmumi кредиты. drīzāk tā, То есть мы можем взять взаймы, Jo mēs zinām, pie kā varam griezties, palūgt, lai mēs varētu aizņemties uz потому kādu что laiku. мы знаем, к кому или к чему мы можем обратиться, чтобы занять на некоторое время. Mums nav vajadzīgs Jehova Rafa, Dievs, kas dziedina, Нам не нужен Бог Рафа, Бог, который исцеляет, jo mums ir slimnīcas un ārstis, pie ko mēs varam потому pierakstīties. что у нас есть больницы, врачи, к которым мы можем записаться. Ja mēs viņam samaksāsim naudu, viņš pateiks mums diagnozi, Если заплатим деньги, он скажет нам диагноз, izrakstīs zāles. выпишут лекарства. Un mums nav vajadzīgs Jehova Shalom, Нам не нужен Иегова Шалом, Dievs, kas ir mūsu miers. Бог, который есть наш мир. Arī tā vietā mēs skrienam un rodam mieru kādās citās pasaules lietās. А также мы просто двигаемся, бежим куда-то и находим успокоение в каких-то, вещах в мире или в мирских вещах. Jā, ka mums ir psihiatri, kas nosaka diagnozes, iedod zāles, lai tu rastu mieru. У нас есть психиатры, к которым мы обращаемся, они выписывают лекарства, чтобы был мир. Un reizēm šķiet, ka mums pat nav vajadzīgs El Shaddai. И порой даже кажется, что нам не нужен Эль-Шадай. Visspēcīgais, varenais Dievs. Всемогущий, всемогущий Бог. Jo mēs paši esam pieraduši iet, cīnīties par to, ko mēs gribam panākt. Потому что мы сами привыкли достигать, идти, прорываться. Mēs esam panākuši, ka šīs pasaules lietas ir ieņēmuši mūsu galveno, ja drīzāk teiksim tā, ka šīs lietas ir panākuši to, ka mēs aizstājam Dievu. То есть мы пришли к тому, что эти вещи так поставлены в нашей жизни, что они заменили как бы Бога нам. Kaut Dievs ir teicis, es gribu būt tavs ārsts, es gribu būt tavs miers, es gribu būt tavs dziedinātājs. Хотя Бог сказал, что я хочу быть твоим врачом, твоим целителем, твоим миром, обеспечителем. Un tāpēc es atgādinu šo rakstu vietu, kur bija sacīts, Jēzus saka, visas lietas ir iespējams tam, kas tic un uzticas man vai Jēzum. И я хочу вернуться просто к тому, чтобы напомнить то, что вот обратно есть слова, что тот, кто верит, тому все возможно. Kas tev ir šī ticība un paļāvība uz Dievu? Вот что у тебя есть или какие те вещи, в которых ты доверяешь и надеешься на Бога? Jā, man ticība ir tā, kas tiek audzēta tieši attiecībās kopīgā laikā ar Dievu. То есть для меня вера – это то, что я взращиваю в отношениях, в общении с Богом. 2020. gadā es atgriezos pie Dieva. В 2020 году я обратилась к Господу. Ir pagājuši jau 5 gadi. И прошли уже 5 лет. Un es redzu, kā pamazām man ticība tika audzēta. И я вижу, как моя вера постепенно была взращена. Kad mācījos Ozolniekos Baltijas kalpošanas skolā, Когда училась в БСМ, в школе служения, es tik ļoti teicu, es nejūtu Dievu, un es biju balstījusies sajūtās, kā šī pasaule meklē sajūtas. И так много раз я говорила, что я не чувствую Бога, потому что я основывалась на том, как говорит этот мир, на чувствах. Man vajadzēja iet ticībā, ka ne viss ir meklējums sajūtās, bet pārliecībā, ka Dievs ir ar mani. Да, то есть, что Бог, Он не находится в чувствах, а в уверенности, что Он со мной. Pēc tam man nācās uzticēties Dievam tālākās gaitas pēc mācībām. Потом мне пришлось доверять Богу в последующих шагах в жизни, доверяться Богу. Viņš atved man šeit. Он привел меня сюда. Darbs, dzīvesvieta, draudze šeit. Жизнь, работа, церковь. Un Здесь. pēc tam atkal nākošais līmenis, kur viņš audzēja man ticību finansiālajā Потом sfērā. следующий уровень, где Он начал учить меня доверять в финансах Ему. Pēc tam atkal nāk jau šie lēmumi, ticība.
Потом обратно следующие шаги, выбор и вера. Un reizēm tas ir tāds tiešām sāpīgs sauciens, Dievs, es tev ticu, palīdz manai neticībai. И порой это такой прямо крик, болезненный крик души: Бог, я верю, но помоги моему неверию. Jā, šis ir nākošā tā raksturvieta, Marka 9:24, И это следующее местописание, Марка 9:24. kur tūdēļ tā bērna tēvs brēc un sacīja, es ticu, palīdzi manai neticībai. И вот этот стих: тотчас отец отроков воскликнул со слезами: верую, Господи, помоги моему неверию. Jā, un šī raksturvieta tēma ir kā ticība un šaubas vienā laikā. И это, знаете, это вот как вера и сомнение в один момент, вот на качелях. Jā, un es paskatījos šo raksturvietu atkal, un tā doma, kas šeit ir pateikta. И обратно я посмотрел это местописание в другом переводе, и эта мысль, что тут пытается передать нам. Šis tēvs saka, man ir ticība, bet tā nav pilnīga. То есть он говорит, что у меня есть эта вера, но она неполноценная. Varbūt man nepietiekami ir daudz ticības, Может, у меня не слишком много этой веры, bet lūdzu palīdzi man iegūt vēl vairāk, lielāku ticību. но, пожалуйста, помоги мне еще больше уверовать. Un tas ir tas solis, kas mums kā ticīgajiem, kā kristiešiem ir jāspēr. И это есть тот шаг, который мы, как верующие, должны сделать. Un tāpēc mēs esam aicināti, lai būtu Dieva vārdā, lai būtu Dieva klātbūtnē. И поэтому мы призваны, чтобы быть в Слове Божьем, быть в Божьем присутствии. Un mēs noteikti kā kristieši varam identificēties ik pa laikam šī vīrieša sajūtā, saucienā. И мы можем себя идентифицировать вот в лице этого мужчины или в его крике души, то есть о вере. Kad mums zūd ticība, Когда у нас оскудевает вера, kad bailes uznāk, šaubas uznāk vai mūs spiež apstākļi, когда страх приходит, сомнения и обстоятельства нас ударяют. un tā nav tikai teorija, bet mana tāda teikt, kā es to saskatu. И это не теория, а то, как я это вижу. Ka tad, kad uznāk šie apstākļi konkrētā sfērā, Когда приходят эти обстоятельства в конкретной сфере, un kad tu saki, Dievs, man vajadzīgi tava apgādība, tavs resursi, lai tu nodrošinātu man. и когда мы говорим: Бог, мне нужны финансы, мне нужно именно Твое обеспечение, финансовые ресурсы. Jo tu esi Dievs, kas nodrošina. Потому что Ты Бог, который обеспечивает. Es stāvu ticībā uz Tavu vārdu. Я стою веря на Твоем Слове. Ņemu Dievu vārdu, kaut vai apliecina atkal un atkal. Беру Слово Божие и исповедую его вновь и вновь. Tas kungs ir mans gans, man netrūks nenieka. Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Un arī finanšu sfērā tieši bija šis solis, kad es teicu, Dievs, man apnīk, man vienkārši dzīvot no algas līdz algai un pat vēl pietrūks. И было вот в моей жизни финансовый такой момент, когда я говорила: Бог, я устала жить от зарплаты до зарплаты и еще и не достает. Tas ir process, kur viņš ieveda lēnām solī paļāvībā. И это был процесс, в котором Он ввел меня в доверие. Ja bija situācijas, kad, piemēram, kāda manas mammas nauda stāvēja pie manis. Когда была ситуация, где мамины деньги были у меня. Un es domāju, es paņemšu no turienes un atlikšu apakaļ, Ja kā tu- izņēmums. И я думала, что возьму вот из этих денег. Vesels, slava Спасибо. Dievu. Так вот, возьму из этих денег и потом отложу обратно от зарплаты. Видите, это опять взять взаймы. Tas ir tāds, es teicu Dievam, nē, es to nedarīšu, stop, es izvēlos paļauties uz tevi. И я сказала Богу: нет, все, стоп, я больше не буду брать оттуда, я выбираю доверять Тебе. Solis pa solim Dievs mani mācīja. И шаг за шагом Бог меня учил. Bet tas nenozīmē, ka mēs apgriežam kādas citas lietas, ko Dievs vārds saka, esi uzticams. Но это, конечно же, не обрезает некие другие вещи, в которых Бог говорит: будь верен.
Ja ir vajadzīga dziedināšana, tu saki, Dievs, tu esi Jehova Rafa, Dievs, kas dziedina. И когда тебе нужно исцеление, ты говоришь, Бог, ты Иегова Рафа, Бог исцеляющий. Tāpat kā bija šajā Marka evaņģēlijā, kur tēvs jau bija atvedis pie mācekļiem arī šo dēlu. И как вот этот отец, он привел сначала этого сына к ученикам. Un varbūt viņam jau bija šis skatījums, labi, tie mācekļi mēģināja, viņi to nevarēja izdarīt, viņi nespēja atbrīvot man dēlu no mēmā gara. Да, и возможно, вот уже отец думал о том, что вот я привел, ученики не смогли освободить моего сына от немого духа. Arī mūsdienās mēs varam iet pie kādiem kristiešiem, un mēs pēc tam turam šo domu, kāds no kristietiša jau to mēģināja, viņam nesanāca, es neesmu dziedināta. И вот это может быть также в нашей жизни так, что да, я уже обращался или обращалась к какому-то христианину, который молился, у него не получилось. Uz ko tu skaties? На что ты смотришь? Vai Dieva vārds ir tava prioritāte? А является ли слово твоим приоритетом? Ko Dieva vārds apgalvo? Vai tu zini Dieva gribu? Что Слово Божие утверждает? Знаешь ли ты волю Божью? Uz ko tu stāvi? На чем ты стоишь? Tāpēc, jā, šajās situācijās mums tik ļoti vajag spērt soli ticībā. Да, и так серьезно нам в этих ситуациях надо делать этот шаг веры. Un parasti primārā lieta mums, kā kristiešiem, augt И ticībā. как основная и первобытная вещь, это возрастать, для нас, как для верующих, это возрастать в вере. Un es gribu tev teikt, nesamierinies ar mazu ticību, И я хочу тебе сказать, не смиряйся с маленькой верой, kad Dievs tev ir devis autoritāti. когда Бог дал тебе авторитет. Un to tu vari apzināties, iepazīt Dieva vārdā, Dieva tuvumā. И это ты можешь осознать, узнать в отношениях с Богом, в Его присутствии, в Слове Божьем, в близости с Богом. Es ticu Dieva vārdam. Я верю в Слово Божье. Un tiešām es vēlos pieaugt ticībā. И на самом деле я хочу возрастать в вере. Un Dieva vārdā Marka evaņģēlijā 16:17 ir teikts. И в Евангелии от Марка 16:17 сказано. Bet šīs zīmes ticīgajiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunas garus izdzīs. Jaunām mēlēm runās, tie ar rokām cels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks, un tie kļūs veseli. Уверовавшие же будут сопровождать сии знамения, именем моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змей, и если что смертоносное выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Tas ir Dieva vārds, to saka Dieva vārds. Это Слово Божье, это говорит Слово Божье. Un es zinu, ka es neesmu aicināta dzīvot parastu mirstīgo dzīvi. И я знаю, что я не призвана жить простого смертного человека жизнь. Mans aicinājums, mans mērķis ir pieaugt Jēzus līdzībā. И моя цель, мое звание – это прийти в образ Христов. Mans mērķis nav, tā teikt, tik skatīties uz šīm lietām, iegūt spēku vai varu. И моя цель – это не просто приобрести эту силу или власть. Mans mērķis ir tiešām vairāk un vairāk iepazīt Dievu un apzināties, kādu autoritāti Viņš man ir devis. На самом деле, моя цель – это познать самого Христа и понять, какую власть дал Он мне. Tāpēc šī tēma, šis vārds ir vairāk par to, ka mums katram ir savs līmenis, pie kā mums ir jāpieaug. И поэтому, на самом деле, это тема о том, что вот у каждого из нас есть свой уровень и то, как мы можем возрастать. Vienkārši ir jautājums, kam tu tici? Просто вопрос, во что ты веришь, Un iekš kā tev ir jāpieaug ticībā. и во что или как ты должен возрастать в вере. Un mums nekad nav jāsalīdzinās vienam ar otru. И нам никогда не надо сравнивать себя друг с другом.
Jo mēs katrs esam aicināti savā sfērā, savās lietās, kalpošanā. Потому что каждый из нас, мы призваны в свою сфере и в своем служении. Bet tu vari būt uzticams Dievam tajā sfērā, kur tu esi aicināts. Но ты можешь быть верен Богу в той сфере, в которой ты и призван. Ja tu sev nesagatavoji, ja tu nerūpējies par ticības izaugsmi, Если ты не заботишься о себе и не заботишься о взращивании веры, ja tu savu aicinājumu neizpildi pilnvērtīgi, если ты свое призвание не выполняешь полноценно, tad otram cilvēkam ir jāizpilda tava kalpošana, tavs aicinājums. тогда другой человек обязан заполнять ту пустоту, которую ты не сделал. Un šim cilvēkam viņš pilnvērtīgi nevar darīt atkal savu И aicinājumu. тогда этот человек не может полноценно делать то, что он должен делать, свое, по отношению к своему призванию. Tāpēc apzinieties, ka Dievam ir vajadzīga tīra jūsu sirds, Поэтому осознайте, что Богу нужно ваше чистое сердце, atklāta sirds. открытое сердце. Pat ja mēs kādās lietās neticam un šaubamies, Даже если мы в некоторых вещах не верим, то есть не сомневаемся, Viņš grib, lai mēs esam pie viņa tuvumā, lai pieaugam šajās attiecībās ar viņu. Он хочет, чтобы мы взращивали свою веру и в отношении с Ним, в близости с Ним. Tāpat kā šis tēvs skrēja, lai viņa bērns būtu dziedināts. Как этот отец, который бежал к Иисусу, чтобы его сын был исцелен. Un arī Jēzum ir šī tēva sirds, И у Иисуса есть это сердце Отца, kas mīlestībā grib dziedināt, который в любви и хочет исцелить, kas grib darīt brīnums jūsu dzīvēs un который хочет apkārtējos. делать чудеса в вашей жизни и в жизни близких, то есть окружающих вас. Jā, Да, paldies. спасибо. Аминь. Amīn. Аминь.